Секретарь Совета безопасности Ахмед Зейтов в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии сообщил об оперативно-розыскных мероприятиях, проведенных в регионе за прошедшие сутки. Зейтов подробно проинформировал руководителя субъекта о ходе расследования по случаю похищения девушки в сельском поселении Кантышево. Вчера девушка была возвращена родителям домой. По данному факту Следственным комитетом по Республике Ингушетия возбуждены уголовные дела за незаконное проникновение в жилище и по похищению человека. Там проводится сейчас ряд следственных и оперативных мероприятий. На причастность к данному преступлению сегодня, по данным МВД, объявлено в розыск 3 граждан республики. Устанавливаются и другие участники данного процесса, потому что, исходя из показаний потерпевших, в похищении данной девушки участвовало в пределах 8 человек. Все эти лица устанавливаются, проводится комплекс оперативных следственных мероприятий по установлению их местонахождения, задержания и привлечения их, соответственно, к ответственности согласно закону. Показания ее там закреплены, все эти показания дальше будут учитываться в процессе расследования. Глава Ингушетии сделал акцент на том, что похитители должны ответить за содеянное по всей строгости закона. Ингушский лидер поручил секретарю Совбеза выяснить, есть ли среди представителей органов власти и силовых структур покрывающие похитителей по родственному принципу. По его мнению, каждый глава администрации города или района несет ответственность за все события, происходящие на вверенной ему территории. Корзабига, Тимока Чердян, Саадан, Кванцар Завлеш, Дахаяха, Бартя Ахошиба, Харсхам Хадячин, Синтяличани, Адул Царим Саханди Хампудат. Поэтому через издать, запиши у себя, почему там нету по статье за общественные беспорядки, предпосылки создания общественных беспорядков, действиями, почему нету хулиганства, не только Юртаны, районы, юрты депутаты, общественные советы, федербаш, 1 раз в месяц заслушивать старые конфликтные ситуации, что ходят новые хамхан хандат, юрт. Кто-то к нам сомба. А юршун здесь ждать, сум ходить здесь арпендат. Так что на арку уже Бог и Богу. Оценку делать, роводы в том числе. Почему до сих пор не могут найти их? Машины известны, люди известны. Сейчас они находятся в розыске. Родственников предупредить. Сегодня для них там чисто административное наказание, с максимум 15 суток ареста. А завтра это может быть реальный срок.